Внизу почесать-то надо, наверное. Что наверху только чешешь, я не могу понять. Вот же чешу. Все, у меня все тело начало чесаться. Я как собака. Я как собака. Мне все чесаться начало уже. Всем спасибо большое. Чего? Как живая собака. Ну я правда, блин, не знаю, у меня все тело Ну правда, когда часто тело нельзя мыть, какие-то вредные бактерии тоже Да, должны а быть. еще нужно пить хлорофилл, чтобы синтезировать как растение. Ты слышала, что люди пьют хлорофилл? Зачем? Как зачем? Типа отеки убирают. Так не так. Господи, Так да. не так, господи. Ты мне такие вещи не говори, я поверю и буду пить еще потом. Ну, хлорофилл это пигмент, который находится в растениях. Ага. Он похож на белок, который у нас есть в организме. Но его отличает то, что у него есть, короче, хвостик. Вот. Хвостик? Да, ну, как хвостик такой. Ну, короче, нет. Типа он живой, что ли? Нет. В его молекулярной формуле есть хвостик, мам. Господи, я думала, хлорофилл это живой какой-то организм, и у него есть хвостик. Я Ты такая, училась, нет? ты как папа, я капец тупая, блин. Я иногда думаю, как я школу закончу. У меня Ещё- тоже вопрос. Еще умудрялась на юридическом учиться, вот это тоже не знаю. Посередке еще почеши. Короче, Хлорофилл пьют тупые, такие, как я, наверное. Зарина! Ты готова? Чего ты напугалась-то? Давай пошли тренироваться. Мам, ты хотя бы попу. Здесь у меня прикрыто, а сзади у меня стриптиз-шоу. 6,8 скорость я хожу. Вот так вот. Обычным прогулочным, быстрым шагом. У меня вот здесь вот зеркало стоит. Я смотрю себя в зеркало и любуюсь. Да нет, это просто, помните, я вам рассказывала, что Аделина сказала, типа, легче заниматься спортом, типа, когда смотришься в зеркало. Ну, поэтому я его и купила. Я не знаю, конечно, правда это или нет, но я смотрю в зеркало и хожу теперь. На ютубе слушаю всякие подкасты, онлайн-книги слушаю, тупойские. Не знаю, я свою книгу найти, друзья, не могу. Для меня все книги почему-то какие-то тупойскими кажутся. Да потому что я сама тупойский. Сама тупая, поэтому мне кажется все книги тупые. Ох, лучше, конечно, музыку слушать. У меня, кстати, даже ноги пополнели. Я думаю, это из-за того, что я каждый день хожу, и из-за того, что качаюсь в фитнес-клубе. Прямо заметно пополнели ноги. И руки подкачались и пополнели. Но кожа не подтянулась. Все так же висит в районе живота очень сильно. Живот я буду убирать. В сентябре запланирована операция. Вместе с грудями буду делать. От спорта очень заметно подтянулась фигура. Очень. Вначале у меня ноги вот здесь висели. Попа сильно висела. Руки. А сейчас смотрю, вообще очень прям подтянулась. Заметно прямо. Каждый день занимаюсь. Бывает, конечно, пропускаю, но стараюсь не пропускать. 5 километров я прохожу где-то за час. Раньше папа говорил, да, про машину. Ой, мой, жалко мой, там, допустим, Kia Carnival, там, ты гуляй была, да. Я думала, относится к машине как к какому-то живому существу. Дурачок, что ли? Я вот так думала. А сейчас сама к Матизу отношусь как к живому существу. Мне кажется, как будто он живой. Прикинь? Может, ты просто с ума сходишь? Мне даже кажется, это не он, а она. Правда. Мне кажется, что это маленький пупсик девочка. Да, пирожочек. Ему можно имя дать пирожочек. Я представляю себя на Матизе. Сейчас будет стриптиз-шоу. Мы всегда в King Store устраиваем стриптиз-шоу. Кто хочет попасть на наш эксклюзивный стриптиз-шоу, приходите. Чуть конфетка не подавилась. Приходите в King Store.
Каждый месяц в определенный день мы здесь показываем стриптиз. Помните, в прошлый раз Салават раздевался здесь догола. На этот раз будет раздеваться Урал Иисус Христос. Ты же похож, блин. Не. Даже не койрогы что алган. Похож. Тогда уж не Иисуса, а Айса хотя бы. Гайса? Иисус Христос Гайса алган. Да. Вы же меня голову не будете снимать? В смысле, а что такого? Ну, как в смысле? Давай время. Быстренько. Не буду я на камеру раздеваться. А что такое, я не пойму. Стриптиз-шоу, если вечеринка. Салават раздевался. Реального стриптиза не бывает? Халяльный стриптиз бывает? Почему нет? В трусах это халяльный стриптиз. Кто не в курсе, доктор, Урал на самом деле намаза. И он прям постоянно меняет. Это курица халяльная, это манты халяльная, это котлета халяльная. Я раздеваться не буду, это нельзя, то нельзя. Весь тынканды круто. Раньше, когда я пила, да, он вообще рядом со мной даже не сидел, когда я пила. Представляете? У него прямо такие заморочки. А хотя я считаю это нормальным. Что такого? Ага, йога что ли, что если я пью, блин, меня гонахом. Урал свои штаны снял, сам не выходит. Это что? Нам надо как-то вот так сделать. Вторую вешалку еще. Вторую вешалку давай сюда неси. В смысле? А что ты не выходишь-то? Смотри, сними его. Голова видна? Карага. Стесняется, видите ли? Стесняшка. А как ты собираешься сниматься, я не могу понять. Ну, для жены только у меня. Для жены только, прикинь, да? Для жены только. А как ты купаешься? Специально одежда для купания. Ну, которая закрывает выше хрупка и ниже колен. А что, мужской костюм такой есть? Да, это типа аурат закрывает. Аурат. Это вот женщины же Даже все... в баню ходить. Ну, если ты с пацанами идешь там. Ну хоть бы сам вышел, тут какое-нибудь полотенце, блин, повесил бы. По штандарам, да. Все. А где кроссовки? Все, пошли. А туда кепку надо было. Я же скажу, это что за плед? Это ваш плед? Ну там чей-то шарф был. А? Чей-то шарф был. О, вот так вот, отлично. Ну все, давай тащи его. Куда я таскать? Наскать, что ли? Нет, ты скажи, куда поставить? Ладно, короче, ты же знаешь, куда я В плюну. смысле, а кто снимать это будет? В смысле, штатив-то? Ну, Урал, на съемки дайте ему, пожалуйста. Ладно. Блин, ты что, офигел, что ли? Давай ты снимай. Съематься, да? Там посмотри. Ты свои кроссовки нафиг сам тащи. Бля, ну ты что такое? Так она разборная же. Давайте вы меня проводите, пожалуйста, с камерой вместе. Давай. О, бисмилла. Так, ты где стояла? А может очки тоже повесить? Ты же в очках был. Я не знаю, тыкурык нету уже. Мы, короче, разметку сделали, Урал тыкурык этот поставил, плюнул на асфальт. И мы на этом тыкурыке только снимали, потому что двигаться нельзя было. Прямо когда снимаешь такие ролики, прямо где стоял, там и стоять должен до конца, когда до конца съемок, короче. И вот, прикиньте, тыкурык-то высохнул. И мы не знаем сейчас, где мы стояли, не помним. Надо было мелом начертить что-нибудь. О, нормально, Урал. Шап, татуированный, блин. Ой, Урал. Ой, боже. Ты прям как девушка. Ой, Аллах. У тебя походка женская. Слышали, да, девочки? Я только для своей жены, говорит, раздеваюсь. Представляете? Для своей жены только. Альберт, я тебя юрихим, поэтому нагревается машина. И коробка может полететь. Как вообще коробка туда или юрумит? Ну, конечно, блин. Только что вот работает у него, обороты прыгают, падают. Ну, троит-то, короче, уже. А что надо сделать, чтобы троить? Ну, во-первых, ну, двигатель как будто бы троит. Троить не мечтаю? Ну, типа, неравномерно работает. Намека цилиндр проверить. Вот цилиндр, говорю. Да, один из цилиндров. Свечки, либо же бронепровод. Бронепровод? Да, я. Ну, так, сленг такой. Сленг такой. Это меня крышка, значит, насарь я перегендернем. Все, виновата, кроме вас. Конечно.
Все, поехали. Доедем, интересно. Не каркай, бляха-муха. İplepkine var öteydin de her. Albatta ayda bir Тише будешь, дальше будешь. Тут как выехать, оно. А вон, наверное, Впереди камера контроля перекрестка. Так, потом направо ходим? Через нет. 200 метров на светофоре поверните налево. На чтобы вы улицу понимали, Лисичанского. вон там стоит навигатор, и она спрашивает нам направо, а там налево показывает. Даже там голос женщины говорит налево. Она говорит меня направо, нет? Налево не ходим. Ну, нами даже я юрген так дергаться и так, курмеем, что ли? Причем тут чевью? Вот тут моргала, а ты? Ну, это ДМК, коробка перенагрелась, Поверните трансмиссия. налево. Уступаешь, ну ладно. Ну, Ну, ты это- не уступила. Вот. Блин, прости, мужик. Прости, пожалуйста. Делал мои палки. Через 300 метров. Она Держитесь курила? правой полосы, Да, это а затем коробка. съезд. Поверните, Ты все равно быстро ездишь. съездите Где направо. быстро ты? Ну, ты резко останавливаешься. Надо умеренно останавливаться, я ляпана. Прямо 5 километров. Почему тут 1500? 1500? А можно один попробовать? О, спасибо, самый большой. А можно два? Можно половину. Да. А это с вашего огорода? Да, с нашего. Не берете? А можно еще один попробовать? Не берете, так она тебе и скажет. Почему вы нет? Ладно, давайте маленькой возьмем. Это 1200 будет. 1000 рублей. Ну это получше какой-то, да? Они одинаковые. Одинаковые, с одного города. Блин, это много нам будет? А? Не будет, нормально будет. Ага, нормально, потом Блендером сгниет. пропустишь молоком. Как действует? Что, не размели сахаром? Чё, сахаром? Сахаром блендером пропустишь в молоке, и все. А зачем молоке? Что, в детстве не делали так, что ли? Нет. У нас что, в детстве блендер, думаете, был? Мне 46 лет. Вилкой? А мне за 50 мы так делали У деревья. нас даже такие вещи не росли в деревне тогда. Какой возьмете? Давайте, ладно, большой. А у вас можно попробовать? Чуть-чуть. Ладно? Это что, вы сами собирали? Это что такое? А где? А? Вишкинский район? Возле дороги не собирали? Нет, на поле. Что, сам собирал, что ли? Прикиньте. Вот молодец. Что, подрабатываешь? Вот молодец. Или бабушке помогаешь? С мамой собирал? Ну ладно, давай я у тебя куплю уж. На что, на мотоцикл собираешь, что ли? А? Нет. На компьютер? На iPhone собираешь? Хватит уже есть. Я это покупаю. А может не покупаю. Что-то оно не сладкое. Которые из них сладкие? Или они с одного поля? Блин. С одного поля? Да. Ты точно больше дороги не собирал? Слаще земляника. Не врешь? Что, слаще говорите? Попробуйте. Ну-ка, я сейчас слаще попробую. Тут все вкусные, вот можете попробовать любое. Да, Вы вот что, так. тоже на iPhone собираетесь, что ли? Да. Ну я, и он тоже. Нет. Не-не-не-не. А да вы с одного поля все собирали, вы одна банда, я знаю вас. Язык не тот. Я вас знаю, вы с одного Вы с Мишкинского? Нет, Нуримановский. Ну, Римановский? Да. Блин, Чисто там заводов нету. с Мишкинского купим. Так уже быть. Конечно, А, да, да. надо брать. А, вы мама его? Да. Это вам сын помогает? Давайте. Давайте с ведром. Конечно, Ну, с ведром, что? обязательно. Подруга, пойдите ко всей еделя ушла. Сколько стоит-то? Не спросили даже. 1000 рублей. Вы что, я вам по это за 1000 беру. Так это клубника, а это земляника. Ёпарасоте, прикиньте. Маленькая земляника. 1000 рублей? Не, давай 700. Нет. 500. За 900 ладно. Нет, 800. Меньше нет. 700. Она у нее все равно невкусная. Да заберу я, заберу. Ты уже столько съела, что придется покупать. Так уже и быть. Вы меня разорить хотите все. Блин, где мои Хотим накормить вас витаминами. витамины? Ну смотрите, если я не витаминизируюсь. Так, у меня же мелочи нету. Не, давай новое ведро. Это кому-нибудь продашь. Нет. Да там незаметно там вообще, что сето. Ничего не заметно. Давай вот это. Давай вот это, да никто не заметит. Все за 1000 продали. Да? А тебе кушать?
Слушайте, бабушки начали на меня наезжать. Оплачивайте, говорит, ту, которую сожрали, говорит. Представляете? Что за наглость, говорит. Вон та бабушка, смотрите, ругается, видите? Нет, я хочу вот новое ведро. Я не хочу старое. А с того скушала пол-литра. Ну и что? Он меня угощал. Он же меня угощал. Он говорит, угощайте, девушка. А вы наглые набрались, да? Наглый, говорит. Ну все, сейчас тут, я же сказала, что это местная мафия тут. Это вообще пешеходный переход Тага, все мафиози сидят здесь. Здесь просто так, между прочим, не придешь на продажу. Помните, в прошлом году я здесь сметану продавала? Так меня одна бабка обматерила и отсюда выгнала. Помните, да? Она меня послала, знаете куда? Она прямо так и сказала мне. Иди, говорит, со своей сметаной куда подальше. Ну ладно, так уж и быть. А то сейчас... Во-во-во-во. Так, сколько? Нет, давайте 1400. А откуда у вас 5 штук уже съедено было? Господи, они меня разорить хотят. Ладно. Ну, посмотри, да там посмотрите. Чего? Бревно в щель посмотри и прижмите. Куда посмотреть? Найди бревнышки в спину. Куда посмотреть, говорите? Посмотри, говорит, в бревно и... Приговоры надо знать, а то башкирский блогер больно хорошо Вот. показывать. А приговоры такие наговоры, вот это тоже надо знать. Да, какие-то наговоры, говорит. Вы, короче, в бревно, говорит, посмотри, говорит, и там смейся. Щель, и посмейся. Ладно, мы так и сделаем. Спасибо большое. Уже вот который раз замечаю, что эвидер злые там сидят. Вот ештер, хиндамин, шуткану аңда, патрульты, хидешет, күлішалар өтіп. Эвидер чуть ли не готовы прямо кулаками напасть. Прямо, знаете, угынып тұрып, матом прямо иногда ебішелер. В прошлом году же, вы помните, да, прямо мат мына меня посылать еттілер. Из-за того, что меня заняла чье-то место и торговала сметаной. Помните, да? Это, между прочим, не первый раз было. Один раз я тоже торговала там сметаной. Там тоже меня выгнали. Иди, говорит, отсюда. Прямо вот так меня сказали. Представляете, мы? Это вообще ужас, трэш. Мне вообще куркам эвидерден. Я уже я так и знала, что шулух эвидер утра. Представляете? Шулух, это банда, это вообще мафия там сидит. Пешеходный переход, как просто так туда не сунешься, тут так. Злых бабушек давай обсудим, блин. Говорят, я стою, смеюсь, мне потому что смешно с мамой, а не с этого мальчика. И она говорит, с пацана смеешься, иди посмотри в этот... Что она сказала? Бревно. Бревно и посмейся. Да, такая бабушка ужасная просто. Грубиянка. Да. Господи, она думала, что мы над ней, что ли, смеемся? Она думала, что мы над пацаном смеемся. Господи. Все вот думают, что вот все внимание к ним. Как будто бы. Мы вообще в первую очередь, блин, прикалываемся, над собой смеемся, да? Ну. Ой, бля. Ты меня не догонишь, Реношка. Понятно? Я тебе не дам проехать. А чё, Реношка какая? Ты хотел проехать вперед меня в туннель. Бибикай, да? Ну-ка, бляха. Ты дурак эти, что ли? Я его второй раз уже обгоняю. Бабки как начали. Бери то ведро, которое, короче, там этот. Тебя Реношка обогнала. Ах, бля, бери то ведро, которое там этот ты ела. Что ты хочешь новое взять? Такие злые бабушки, которые... Я еще их всех сняла. Как бы они на нас сутки подали, что мы их снимали. Бабушки, дорогие мои бабушки, дорогие мои пенсионерки. Ну почему вы такие злые? Почему? Мы же ничего плохого не сделали. Мы пришли, подняли молодым людям, мальчикам настроение, поприкалывались немножко. Купили у них землянику, им доход принесли. Почему вы такие злые? Почему вы злились? За что? Что мы сделали, чтобы вы так злились? Это ужасно. Или им просто делать нечего, что ли? Они из-за этого, что ли? Мама сегодня такая говорит, машина плохо набирает скорость, все дела, плохо едет, что-то. Скинь папе фотографии. Я вот так фотографирую, и папе там- скину фотографию. Но там был еще этот знак горел, АТ какой-то, красной буквы, АТ горела. И папа, короче, мне звонит и говорит, а что ты мне скидываешь и говоришь, что плохо скорость набирает, там 120 километров в час? Он такой злой звонит. Я говорю, ты на скорость не смотри, ты смотри на букву красную, АТ. А что тогда, раз сен перебирал ночью газельдарды, какого черта меня матизды хоровал моим АТ? Он маленький, я не влазь туда перебирать. В смысле, как это не влазишь туда? Ну, двигатель я не умею перебирать.
А то ничего акыл öğreten Расин bilmeyhin. Seni. Вот ты не признаешь, что я верю, еще акыл öğretti böyle. Niye пытаясь? Машина шев yürüyen, значит, бодолама. Сейчас верю, но син вдруг укрытаться, из-за этого я хочу сказать, что масло кушает, из-за этого. Син до конца педалинга прямо укрывается ворам машина. Қалай тебе? Уладан. Baya kadar kuratayım, neyse, hiç kuratmayın. Ya yeter. А? Капиталка что текмали? Капиталка 100 тысяч мне сказали, ребята. Это с запчастями вместе. 50 тысяч работа, 50 тысяч запчасти всякие разные. Ну, капитал был 1000 минут, рекой. И как, знаете? На то говорили, все время. Рекой баруто. Алло, Ларика, знаете? Ты каспин купил. А ну-ка, покажи-ка. Кабошный. Хабашный. Қайдан білің хабашный екен? Мне так сказали. Никакого черта яңы футболкаңды неге стройкаға кие бересің? Ну, я ну ты меня киемсің. Искал футболку, я футболку берем. Ивки футболкаң до черта. Никакого черта яңы футболкаңды стройкаға кие. Искал футболку бит бәләкей. Химергасы. Кім химіртіз? Маты қайнады. Булгакова. Всем привет, друзья. Я поехал на рыбалку на мотике, потому что на Карнивале или на Купере на Уфимку не спустишься. Ну, спустишься, застрянешь, да и жалко. А типа мотик, да и жалко. Тоже жалко, конечно. Даже велевшая машина. Говорят, на Уфимке карась ловится. А я, как вы знаете, любитель карася. Мне другая рыба вообще не нужна, кроме карася. Как раз такая погода, дождливая, пасмурная, то есть не дождливая, а пасмурная погода. Ну, сегодня у нас выходной с Афиром. Надо не упускать возможность ехать надо на рыбалку. У нас, друзья, движение здесь Дорогина, как в городе. Не выедешь, не проедешь. Ну вот, на Матизе я на рыбалку обещал Милёше, что приеду, помою машину вечером, может быть. Помою. Вот, друзья, я наловлю сегодня мешок рыбы. Все, друзья, погнали. Друзья, я на рыбалке. Это Уфимка. Вот у меня там поплавок не видно, наверное. Вон там. Только приехал. Только закинул. Еще даже не кормил. Но сейчас буду прикармливать потихоньку. Посмотрим. Ну, погода такая, конечно, блин. Сказали, здесь караси есть. Сейчас узнаем, наврали, не наврали. Но здесь очень много посуды из-под червей. Значит, что-то ловят. А нет, слушайте, этот играет потихоньку. Значит, что-то есть. Друзья, рыбу мы всегда кормим. Вот у меня прикормка. Вон там поплавок. И прям попытаемся на него бросить. Опа. Прямо туда. Почему-то заряд от телефона быстро садится. Уже 10% остался, блин. Что за фигня? Было 50. Что-то телефон какой-то, блин. Вот это новый дали мне. Азалин, старый телефон. Новый дали мне. Азалин, старый телефон. Было 50, стало 10. Сейчас вообще выключится, наверное. Сейчас начну снимать свой старый iPhone. Сегодня у меня донная рыбалка. То есть, смотрите, вот одна удочка, вот вторая. Вот у меня уже там плавают. Сегодня я без поплавка. Не успеваю, друзья, приехал я еще где-то час назад. Даже не успеваю прикормку готовить. Эту я уже вообще без прикормки закинул уже. Еще удочка стояла. Вообще невозможно на этот поплавок смотреть. Мне вот больше нравится донная рыбалка. То есть, получается, как фидерная, донная. И здесь, смотрите, такое укрытие есть. Вот, дождь. Вот. Я счастливый, как никто. Я счастливый. Вот, друзья. Вот это карасек. Карасище. Видите, прям онлайн, друзья, онлайн. Я с вами видео снимал. И тут на тебе. Блин, капец просто. Все, друзья, рыбалка закончена. Я просидел 3 часа. Последний час уже не ловился. Так. Сейчас я вам покажу мой улов. Вот, друзья. Ну, нормально же, нормально. Тут на 4 сковороды точно есть. Я доволен. Вот, друзья. Сам поймал, сами чисти. Вот такая справедливость. Вот эти караси.
Самому еще и кушать. Вот поэтому нельзя, друзья, много ловить сразу же. Потому что чистить надо сразу все. Блин, вообще еще холодно. Ай-яй-яй. Блин, когда ловишь, казалось, что они крупные. Когда начинаешь чистить, они мелкие. Ну, кстати, вот с головами, когда жаришь, рыба вкуснее. Когда без голов жаришь, как будто невкусные, блин. Фиг, почему так? Вот в основном, друзья, вот такие караси. И мелкий слишком, ну и не крупный. Самый самолет. Фу, иди отсюда. Друзья, еще подскажите, пожалуйста. Это все равно будет выкладывать Милюша. Но можете мне написать, куда еще можно съездить на рыбалку. Вот дикие места охоты. Ну, платные, я всех знаю, платные эти озера. Вот. Охота с палаткой в диком месте. Ну, чтобы дорога хотя бы была заехать. Если дождь, то можно было выехать. Сейчас еще самому придется жарить, блин. Вот такие вот, друзья. Самый-самый самолет. Но самые вкусные, друзья, вот такие. Их жаришь прямо до корочки. До такой корочки надо зажарить. И они просто... Еще кто-то жарит со сметаной. Я не умею жарить со сметаной. Да и я не пробовал со сметаной этот карасей. Это уже мелкий я, друзья, поймал на поплавочку. Чуть-чуть тоже половил изначально. Я думал, все, такие караси только и будут. Пока не закинул донку. Вот там уже нормальные, друзья. Еще вы разрешали бы мне жарить дома, чтобы цены не было бы. А такой холод вот приходится на улице жарить, мерзнуть. Наверное, друзья, надо, чтобы не замерз, 50 грамм для здоровья, как говорится. Мы сейчас, друзья, баню делаем. То есть Ватерхан нам строит баню, а я строю одним знакомым нашим подписчикам, ну как знакомым, познакомился, баню возле Голубого озера. Ну, то есть деревня называется Новомусино, новый микрорайон. Вот из камня баня, а стены мы уже подняли. Вот сегодня должны были стропильную систему сделать. Приехали, на урлат положили, пол на урлата положили, и пошел дождь. И мы уехали. Ты считай, каждый день мы едем туда 75 обратно, 150 километров. Вот. Обидно было сегодня, потому что дождь. Приехать и уехать обратно чуть-чуть обидно. Кто-то, друзья, вот из рыбаков там я видел, знаю, вот ловят таких карасей, но они вообще все карасей. Вот они могут в день ведро поймать. Я говорю, и столько, я говорю, вы кушаете? Нет, говорит, гусям даем, говорит. Зачем ловить рыбу и давать гусям? Пускай растут тогда, если сам не кушаешь. Или раздай. Блин, зачем я столько поймал? Ладно, завтра на обед увезу покушать. Ой, холодно. Еще столько рыбы, а? Попробую, если манная крупа есть, в манной крупе пожарить рыбу. Никогда, друзья, не жарил. Говорят, вкусно. Кто-то говорит, что можно жарить в кукурузной муке. А у нас дома есть кукурузная мука, кстати. А может попробовать? Интересно, как получится. Я свободен буду сейчас. О, все, друзья, все. Друзья, оказывается, манки у нас дома нет. У нас манку никто не кушает. Вот, у меня здесь чуть-чуть перестановка. Я всегда, друзья, беру пакет. Всю рыбу туда. Беру соль на глаз. И, друзья, размешиваем вот так. Смешали, на сковородку нагрел, масло. Также берем муку, сыпем туда прям. И так, друзья, размешиваем вот так. Это быстро. И все, у нас вся рыба белая в муке. Вот так, друзья, все, уже готово. Вот у меня сковородка. Вот в гриле. Надо масло, чтобы нагрело, чтобы прямо заскворчало. Мыть туда в домик. Да, холодно. Летом холодно. Как осенью. Погода как осенью, друзья. Как будто бы осень на улице. Так, друзья, у нас сковородка. Аж вон скворчит. И пошла, друзья. Пошла жара. Пошла жара. Потом вам покажу, как зажарится. Включусь, как говорится. Все будет по кайфу. Так, друзья, переворачиваем. Первую партию. 5 минут прошло, 5 минут. Пошла жара. Пошла жара.
первая партия. Еще 5 минут. Я жарю каждую рыбу, карасей, по 5 минут с каждой стороны. То есть 10 минут на сковородку. Нифига, у меня 4 или 5 сковородок. Я целый час, что ли, буду здесь сидеть. Офигеть. Вот сам лови, сам чисти, сам жарь, сам кушай. Несправедливо. Это, друзья, ко мне рыбу покушать гость пришел. Кто это? Любитель рыбы. Вот, ладно, увидел, наступил бы. Сейчас надо аккуратно вон туда поднять и положить. Жестокое обращение с животными. А как эти называются? Ну, вот, короче, вот эти ползущими, то жестокое обращение нельзя. Неприемлемо. Друзья, он вышел из норки. Смотрите, какие у него рога или что это. Оказывается, друзья, надо караси жарить, чтобы они вообще дожарились, да, прямо до корочки такой. Вот сейчас я прочитал в интернете. По 7-10 минут с каждой стороны. Нифига, а я жарил по 5 минут. То есть я сейчас продержу эту сторону 7 минут, переверну, еще раз 2 минуты, в следующую сторону по 7 минут уже буду жарить. Блин, если по 10 минут, в каждую сторону 20 минут, умножаем на 5, 100 минут. Блин, это же капец просто. Друзья, первая партия карасей готова. Я, наверное, буду кушать прямо здесь. Все равно никто не кушает, кроме меня. Мне сказали, друзья, нельзя пить пиво. У меня типа отдышка. Что пить? Что есть? Вино есть. Вино, что ли, попить? Вино попью, наверное. Буду переходить на такие напитки, друзья. Чтобы мне сказали худеть, худеть и худеть. Так надо худеть. Вот, друзья, есть такая массандра. Я попью винца. Сейчас я им скажу, что буду кушать на улице, чтобы меня не ждали. Я от пива ушел. Поэтому, наверное, мне надо с рыбой вино попить, бокалчик. Думаю, а чем нормальный кино? Рыба чем нормально? А хотя с рыбой белое вино пьют пятидальное. Да, красный. Но не с такой жареной рыбой, как именно смоет. Блин, друзья сказали, красное вино тоже нельзя. Везде красное. Это все мое, друзья. А Лазанская долина. Белая полусладкая. О! О, друзья. Вот у меня много чего, друзья. Есть и егермейстер, есть и коньяк, есть и такое вино. Все это вот самогончик домашний. Даже вот такая водка есть, друзья. Это еще пол коллекции только. Вот, друзья. О! Рыбка. И вино. Сначала вино. Как его пьют, не знаю. Я, друзья, такой вкусный никогда в жизни не ел. Настоящие семечки. Вообще. Ну, с головой все равно вкуснее, друзья, жарить. Там голодные сидят, те рыбу не кушают. На меня смотрят. Вообще бомба, друзья, бомба. Карасямба. Что не говорите, но самая вкусная рыба на свете — это карась. Карась, окунь и щука. Никакой там форель, сибас, там всякие дорадов. Это все фигня. Вообще, друзья. Наслаждение желудка. Все, голодная идешь? Нет, дорогой. За ваше здоровье. Смотрите, смотрите. И уже бегает вокруг, голодная, не знает, что делать. Кушать-то им охота. Запах здесь. Какую взять? Наверное, который похолоднее, наверное. Первую партию. Можно прямо карасями кушать. Вот из-за чего мелкие караси я ловлю. Это он бомба просто. Чем крупнее, крупнее, тем невкуснее. Ну ладно, всем приятного аппетита. Ешьте рыбу. Много снимать не буду. Потому что все слюнки сейчас потекут. А мне кушать охота по-нормальному, по-мужски, чтобы не на видео. Прям вот так. И все. Всем пока.